Здравствуйте, коллеги! Сегодня у нас в пресс-центре Абхазского телевидения в гостях уполномоченный по правам человека Асида Шахрыл. С вашего позволения мы сначала предоставим слово ей. Буквально порядка недели назад было заседание в парламенте по бюджету. Бюджет ваш не был принят. Насколько мне известно, отличие между представленным бюджетом и текущим составляет порядка полумиллиона. Все-таки в чем загвоздка и в чем состоит вот этот вопрос, который вот мы сегодня хотим обсудить с вами? Здравствуйте, уважаемые журналисты. Спасибо, что дали такую возможность, пригласили. И я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Но раз вот как-то мы сразу приступили к обсуждению в парламенте бюджета уполномоченного, ну, начнем с этого. Конечно, это вызвало определенные обсуждения в обществе и все остальное. Вы знаете, я хочу вам сказать, что вообще проблем, мне кажется, с бюджетом не должно было быть. Но вопрос в чем, почему депутаты парламента не приняли бюджет на 2022 год, ну, мне сложно сказать, потому что во время обсуждения, куда я пришла. Я специально пришла на заседание, на сессию, чтобы ответить на все вопросы депутатов по бюджету. Но поскольку ни один депутат не задал ни одного вопроса, мне сложно сказать, по какой причине они не приняли. Что касается разговоров о том, что уполномоченная не представила там информацию в комитет и так далее, все это не соответствует действительности, потому что 3 раза руководитель аппарата уполномоченного вместе с бухгалтером обсуждали в комитете бюджет на 2022 год. И все вопросы, которые и стояли, они были сняты, потому что они получили соответствующую необходимую для них информацию. И, насколько я знаю, комитет рекомендовал. Если бы на уровне комитета были бы вопросы, на которые они не получили ответа, тогда я понимаю, когда встает вопрос, почему уполномоченная лично не присутствовала. Но все вопросы были обсуждены. Поэтому, если были эти вопросы, они должны были возникнуть на сессии. Ну, это еще больше удивляет. Но я предполагаю, что такое вот, не знаю, голосование – это результат, как я думаю, бойкот определенной части депутатов, которые даже на комитете несколько раз, когда приходил руководитель, вместо того, чтобы члены комитета обсуждали бюджет, они начинали говорить о докладе уполномоченного за 2018-2019 год. И у них есть вопросы. Хотя я не понимаю, этот доклад был тоже представлен в парламенте, и у всех депутатов была возможность задать мне любые вопросы, на которые я всегда с удовольствием отвечаю. Поэтому я думаю, что выяснить причину, наверное, еще предстоит. Но я предполагаю, причина такого вот демонстративного, да, бойкота заключается в том, что и в докладе 2018 года, и 2019, и 2020 года, 2021, извините, текущего, нет, это сейчас 2021 будет, 2020 года, есть, конечно, определенная критика в адрес парламента, в адрес работы парламента. В документе, который вами был представлен. Представлен, да, конечно. Потому что, ну и потом, наверное, мы скажем тоже об этом, потому что за 3 года работы моей не были созданы условия в парламенте для того, чтобы серьезно обсудить все проблемы, которые описаны в докладе, поговорить о нарушениях, о причинах, проанализировать. И более того, все рекомендации, которые были направлены в адрес парламента, ни разу не были обсуждены в парламенте. И я думаю, что вот все эти вот моменты, они вызывают у определенной части какое-то недовольство, хотя я не понимаю. Я думаю, что у нас у всех одна общая задача. И у депутатов парламента, и у исполнительной власти, и у судебной. То есть вся государственная машина работает для того, чтобы были обеспечены
права людей, права человека, обеспечено соблюдение этих прав и законности в стране. Поэтому все мы, находясь на должностных, вот таких, да, имея такие должностные полномочия, наши полномочия направлены исключительно для того, чтобы все это обеспечить, да, чтобы жизнь людей была в безопасности, чтобы права людей были защищены, чтобы права в разных областях. Если мы говорим об образовании, значит, право на образование должно, значит, Министерство образования должно делать все для того, чтобы это право было обеспечено. То есть доклад – это анализ же существующей ситуации в области нарушения прав человека. И если этот анализ вызывает недовольство, ну, давайте обсуждать. Я готова по существу обсуждать все проблемы. И в этом и есть суть работы Офиса уполномоченного. Вы знаете, мы могли бы просто обозначать, что вот есть такое нарушение. И, пожалуйста, вот власти реагируйте на то, чтобы устранить эти нарушения и так далее. Но мы, работая очень добросовестно, я так считаю, что офис, и все сотрудники офиса очень добросовестно работают. Здесь есть люди, которые хорошо знают эту работу. И мы не просто фиксируем эти нарушения. Мы как можем в рамках своего офиса, мы анализируем, мы пытаемся найти причины, причины этих нарушений, и часто они лежат и в плоскости, законодательной плоскости, и в практической плоскости. Поэтому здесь мы должны все, объединив свои усилия, работать. Но какая у нас еще задача перед своим обществом есть, кроме того, чтобы, если есть проблемы, устранять их, и обеспечивать права людей. Что касается, мне не понравилось, и вообще меня это как-то возмутило, что вместо того, чтобы парламент, я считаю, что спикер парламента должен в этой ситуации дать объяснение, почему доклад уполномоченного, который в соответствии с законом должен быть представлен в марте месяце, потому что январь-февраль дается всегда по закону на написание доклада. И мы, как в соответствии с законом, представили доклад 2020 года в марте месяце. И в соответствии с законом доклад должен был быть заслушан после представления первую же, на очередной сессии, на очередном заседании парламента. И, конечно, у нас возникают вопросы, в связи с чем до сих пор парламент не обеспечил слушание доклада, ежегодного доклада уполномоченного. Скажите, пожалуйста, на заседании озвучивалась финансовая составляющая. Все-таки там были вопросы именно к вашей организации, можно, если так выразиться. Да. Все-таки вы должны предоставлять некую расходную часть, о которой шла речь, или все-таки это не входит в этот доклад? Объясните нам все-таки, что это вообще? Вы знаете, это все, конечно, просто какое-то недоумение вызывает. В соответствии с законом, конечно, нигде не прописано, что уполномоченный должен представлять парламенту финансовый отчет. В законе написано «в соответствии с законодательством». Это означает, что представление отчета в налоговую, как все госорганизации это делают, так и делаем мы. Конечно, все наши отчеты представлены и в налоговой есть, и все есть. И когда говорят о том, что офис уполномоченного учрежден парламентом, и потому должна быть предоставлена финансовая отчетность, это тоже неправильное понимание определенной части депутатов, да, что такое создание. И так далее. Во-первых, институт уполномоченного не создавался парламентом, проект закона об уполномоченном готовился и во многом усилиям уполномоченного по правам человека при президенте Георгия Оттерба, и вообще сам законопроект готовился в администрации президента. Более того, я еще работаю в общественной организации, мы тоже представили законопроект
вот, в парламент. Так что это работа над законом и над учреждением. Очень многие работали над этим, и в том числе общество наше было очень серьезно заинтересовано и продвигали этот вопрос на всех уровнях. В том-то и ценность института уполномоченного в том, что он независимый орган. Единственная отчетность, которая по закону обязана, как единственная отчетность, она выражается в предоставлении ежегодного доклада парламенту. О котором сейчас о идет котором речь. сейчас идет речь. Вот в этом и есть вот отчетность деятельности вот, уполномоченного. Когда возник этот вопрос в парламенте, и депутат Гуня задал, а где же все-таки ежегодный доклад, и когда вдруг выяснилось, что доклад лежит уже полгода в парламенте, тогда вот такой перевод в плоскость финансового отчета, который никакой компетенции, парламент некомпетентен, да, рассматривать, нет таких полномочий, то есть их тоже никто не обязывает рассматривать финансовый отчет. Но если так их это интересует и так далее, никакой проблемы предоставить финансовый отчет парламенту у уполномоченного никакой проблемы нет. Я на что еще хочу обратить внимание. Если уполномоченный не предоставил бы, вот он этот доклад, вот, доклады из, не знаю, из 112 страниц. И этот доклад существует, слава богу, и никаких проблем нет. Но я должна сказать, что этот доклад уже почти полгода висит на сайте уполномоченного по правам опубликовали человека. его в открытом Конечно. И я думаю, что и у меня возникает вопрос, почему до сих пор ни один депутат не прочитал. Нет, извините, есть депутаты, которые прочитали, наверное, я не могу об этом сказать. Но я считаю, что если нас волнуют проблемы наших граждан, если мы хотим решать эти проблемы, надо информацию анализировать и пытаться получить эту информацию где можно. И в первую очередь, наверное, у всех возникает вопрос, что давайте-то посмотрим, а что уполномоченная говорит по этим проблемам. Асида Георгиевна, вы сказали, что в вашем докладе звучит критика парламента. Можете пояснить, в чем эта критика заключается, какие вопросы там вы затрагиваете? Спасибо. Вы знаете, доклад очень большой. Конечно, очень много вопросов. И все они посвящены нарушениям прав, да, человека. Почему мы, например, считаем, что доклад должен был бы быть представлен в марте, а не в конце года? Ценность этого доклада заключается в том, чтобы те структуры, которые нарушают, да, права людей, они отреагировали бы на те вот нарушения, которые мы отмечаем. И эти рекомендации были бы выполнены, да, например, Министерством внутренних дел или там прокуратуры. У нас есть очень много рекомендаций в их адрес. Министерству здравоохранения, образования, Кабинету министров, там, не знаю, президенту и парламенту в том числе. Например, давайте, всех нас очень волнует проблема пыток, да. Мы знаем, что у нас немало случаев, когда люди в местах лишения свободы от пыток умирали. И есть проблема. Я вот даже сегодня взяла с собой документ, по каким статьям, например, привлекли к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, которых обвиняют в причастности к смерти Атарба, да? Анзора Тарба, да. Это, вы знаете, сейчас опять Верховный суд вернул это дело. И вот статья «Халатность», статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», статья «Превышение должностных полномочий». У нас нет в законах статьи за применение пыток, да?
у нас нет понятия пытки в наших законах. И это усложняет привлечение, да, сложно привлечь к ответственности. Вот эти статьи пытаются вот по этим статьям как-то, да, найти, в чем превышение полномочий это одно. Но пытки имеют свое понятие пытки, когда целенаправленно, умышленно причиняется, да, боль и так далее. И эта международная норма существует. И важно, чтобы эта норма в том виде, в каком она признана, она отражена была и в нашем национальном законодательстве. Для того, чтобы... очень сложно сегодня должностное лицо привлечь к ответственности за пытки. И это надо все расписать. Вот в этом и заключается совершенствование законов, улучшение ситуации в области защиты прав человека. Но если на уровне... Мы должны же эти правила расписать в законах и потом требовать исполнения этих правил от сотрудников правоохранительных органов. Но если мы оставляем возможность для того, чтобы сотрудник, который применяет пытки, мог уйти от ответственности, потому что все не расписано, значит, эта ответственность лежит на тех, кто это должен написать в первую очередь, а потом уже и по цепочке все, кто виновен в тех или иных преступлениях. И, конечно, это просто один пример. Вся страна об этом говорит. Мы говорим о применении насилия, о унижении человеческого достоинства. Мы говорим о том, что пытки имеют место быть сегодня в местах лишения свободы, особенно во время задержания. Это определение говорит о том, оно расписано таким образом, что показывает, что пытки, если применяют насилие, чтобы добиться каких-то, да, показаний и так далее, это все написано. И это должно быть отражено в нашем законе. Если этого нет, значит, а кто несет ответственность? Те люди, которые, общество делегировало такие полномочия нашим депутатам, чтобы они думали, анализировали, искали возможности, как минимизировать все эти нарушения. Но если мы этого не делаем, вы знаете, например, превышение должностных полномочий, там, да, и это тоже должно быть расписано. Ну, у нас, к сожалению, мы должны признать, что очень много работы в законодательной сфере. У нас нет закона в стране, нет. У нас нет уже 30 лет закона об образовании. Мы пользуемся законом советского периода. Это о чем говорит? Вы знаете, это говорит о том, что мы не знаем, какая стратегия у нас в образовании. Мы не знаем, какая концепция. Хочу у вас спросить по последним событиям, было ли от вас какое-то заявление по событиям на набережной, и все-таки, если не было, то планируете ли? Ваш взгляд на вообще, что произошло? Мы хотим не просто зафиксировать, что офис уполномоченного отреагировал и озвучил, что это нарушение прав. Мы хотим показать, почему такое возможно стало, да? В чем причины. И в этой ситуации тоже есть свои причины, почему такое возможно в нашей стране. Вы знаете, в докладе уполномоченного есть тоже главы, которые посвящены превышению, о несоразмерности, да, использования силы в случае, когда там есть угроза, опасности там, и так далее. И есть нормы, которые, просто я тоже как-то думаю, что об этом надо обязательно говорить, что люди, которые уполномоченные, люди, которые, лица по поддержанию правопорядка, да, у них тоже, это должно быть тоже, должен быть тоже закон, да. В законе это должно быть расписано, как лица по поддержанию правопорядка, должностные лица должны выполнять свои полномочия. Где обязательно должно быть прописано, сказано соразмерности, да, пропорциональности их действий, пропорциональности угрозе. Да. И поэтому, если бы, например, парламент бы
заслушал бы доклад и проанализировал бы наши рекомендации, возможно, они бы подготовили бы такой какой-то документ, который бы помог вот как бы, ну, избегать таких, да, таких ситуаций, инцидентов и так далее. Что касается самого вот инцидента, я вот, ну, считаю, что вот данный инцидент ни в коем случае не должен рассматриваться исключительно в юридической плоскости, в целях защиты прав людей, ну, защиты прав и вот тех, кто там был и так далее, и в целях законности, установления законности. Считаю абсолютно недопустимым политизирование этой темы, потому что это будет мешать объективному расследованию этого случая. И только ну, мы все должны понимать, другого выхода, другого как бы у нас нет задачи. Только объективное расследование, не политизированное и так далее, может быть залогом, не знаю, справедливого решения в отношении виновных, да, в определении виновности каждого из этих участников. Я признаю, что есть определенная политизация этого вопроса. Я бы просто хотела всех, вот, ну, как-то, ну, не знаю, призвать как-то этого не делать, потому что мы должны все понимать, что каждый случай, то, как мы анализируем, как мы реагируем на такие вещи, отражается на ситуацию в стране. Возможно, кто-то сейчас захочет там использовать это в каких-то своих целях, но каждый из них пусть подумает, что от решения этого вопроса зависит и ситуация, какая будет в стране. И более того, не то, что какая сейчас будет, как будет развиваться в стране, а как мы будем относиться к этим вопросам в этой стране. Будем ли мы верить в законность, будем ли мы верить в торжество, да, этой законности или нет. От этого тоже это будет зависеть от этого. Поэтому мы все понимаем, что каждый из участников, и министр внутренних дел, и депутат парламента, они нарушили кодекс поведения должностного лица. И они должны за это нести ответственность в первую очередь. Я обращаю внимание не на реагирование. Я не говорю о том, что министр не должен был реагировать на стрельбу там, и переходить туда. Но то, какая была реакция, да? Я так понимаю, что в этот день, в это время, в праздничный день должны были быть дежурные, да, должны были быть участковые, которые следят, особенно в этот день, в праздничный день, за соблюдением общественного порядка. И надо спросить, где эти дежурные были в этот момент, были ли они там. И это обычное выяснение отношений получилось, такая уличная драка, в которой втянуты самые высокопоставленные, да, люди. И, конечно, они должны за это отвечать. И это вот знаете как, единственное, чего для меня не ясно, почему наше общество требует, и вот там представители села одного, второго обращаются к президенту пришли, политические силы подключились, партии подключились и так далее, и сейчас пытаются и требуют отстранения от должности и министра, другие говорят о том, что должен сложить депутат свои полномочия. Все это, да, все это как бы всех возмутил этот факт. И я уже говорила о кодексе поведения должностного лица, они нарушены. Но у нас есть законы. У нас есть закон, даже дело не в этом. Почему? Решение прокуратуры, в принципе. Ну почему? Все участники, минутку, по времени, просто чтобы журналисты могли единственное, задать что я вопросы. хочу сказать, все участники процесса могут обратиться, и те же ветераны, которые там оказались, тот же депутат Кокая, и обратиться в прокуратуру с жалобой и в соответствии с законом, они и так несут должны понести такую ответственность.
почему мы хотим обойти все это, и чтобы это решение принял президент. У нас это все по закону, все это в соответствии с законом, все это можно сделать и нужно сделать. Поэтому не надо требовать политическим партиям и другим от президента или же там от парламента и так далее. Это все в соответствии с законодательством. И я надеюсь, что прокуратура после своего расследования в соответствии с этими нормами и вынесет свое решение. Я хочу как бы предостеречь всех. Многие хотят как-то вот сказать, что ветерана войны в этот день вот так с ними поступили. Я бы не хотела, чтобы в нашем обществе вообще допускали, если раскручивать эту тему дальше, ну, значит, мы сказали, вот это в отношении ветеранов такое себе позволили. Следующее, что мы предполагаем? Мы предполагаем, что всех, кто воевал за свободу Абхазии, в абхазском обществе есть люди, которые готовы перечеркнуть и сказать, что они недостойны уважения, потому что для нас это не ценна свобода Абхазии, да? К чему мы ведем эту дискуссию? Я бы хотела предостеречь всех, вот понимая, что мы, какой мы посыл даем не только своему обществу, молодым в нашей стране, но и всем остальным. Это очень опасно. Мне интересна вот история с этим парнем Атыйба, который скончался в итоге потом после того, как он пытался с собой покончить или его повесили. Что в итоге там, вы пытались как-то разобраться в этой ситуации? Мы не можем расследовать это дело. Мы можем следить за ним, мы можем сказать о недопустимости и об обязательном привлечении к ответственности всех виновных. Но в данном случае вмешиваться в ход следствия мы не можем. Но я вам хочу сказать, что такие же, мы же говорим о применении насилия в правоохранительной системе. Вы знаете, есть такое у нас дело в офисе, я не хочу, понятно, что я не буду называть этого человека, но сотрудники милиции избили молодого парня так, что проломили ему череп, и он оказался в психиатрической больнице в итоге. И много лет там находится. И сейчас что мы сделали? Мы никого не привлекали к ответственности, ни одного человека. Вот это все не расписано в нашем законодательстве. У нас не расписано так, чтобы было достаточно механизмов по предупреждению пыток, насилия, а если они совершены, по привлечению к ответственности должностное лицо. То, как мы все следили за процессом по убийству Тарба. Хотя там официально есть экспертиза, доказывающая, говорящая о том, что пытки были. Да? И никто не может доказать. Вот это же говорит о том, что у нас серьезные проблемы. Серьезные проблемы. Что касается, вот я почему привела в пример это дело, мы сейчас изъяли все дело, попросили, мы проанализировали, мы нашли очень много этих нарушений и отправили дело в прокуратуру. Вот с нашим заключением таким этого дела. У меня такой вопрос, я хотела бы уточнить. То есть вы говорите, вы начали расследовать вот это вот дело именно Тарба или Атыйба? То есть, Нет, Атыйба мы не можем, и не Тарба мы взяли. Тарба тоже и пока еще находится в процессе. Мы можем запросить все материалы дела в том случае, когда на всех инстанциях дело закрыто. Да? То есть самая высокая инстанция в Верховном суде, если уже все, апелляции все пройдены, обжалования все пройдены, все дело закрыто, и человек уже или понес наказание. Только в этом случае офис уполномоченного может запросить все материалы дела, проанализировать, есть ли там нарушения, правильно ли, со стороны прокуратуры, провели ли они должную проверку, изучили ли все обстоятельства происшествия и так далее. И вот у нас очень много возникло вот таких вопросов. И мы вот это все описали, сделали заключение. И теперь мы посмотрим, как прокуратура
Вообще давно они уже должны были отреагировать, мы ждем. У вас возникают какие-либо проблемы для получения вот документации, там, чтобы изучить какое-то дело, связанное с пытками? Вам чинят какие-то препятствия правоохранительные структуры? Вы знаете, хороший вопрос. Ну, что значит чинять препятствия? Я бы сказала, сложно. Причин может быть много, может быть просто есть, ну, некомпетентные. С этим мы очень часто сталкиваемся, когда очень много людей занимают определенные и довольно-таки серьезные, да, чиновничьи посты, которые некомпетентны в своей сфере. Это есть. Возможно, есть такая проблема. Но часто, и это в основном связано с прокуратурой, потому что, ну, у нас, как у уполномоченного, нет иного органа. Ну, куда мне как бы еще обратиться? Конечно, мы обращаемся в прокуратуру, что прокуратура лишний раз еще раз проверила, осуществила надзор, там, ну, все, что в компетенции находится прокуратура. И надо сказать, что меня удивляет. Меня удивляет, что прокуратура как бы не заинтересовывается, когда видит, что мы обнаружили эти нарушения. То есть они должны очень тогда заинтересованно подойти к этому и сказать: ах, вот, вы что, мы упустили, значит, было такое нарушение. Мы обязательно расследуем, тщательно расследуем. Нету этой вот заинтересованности, и это пугает. Мы должны делать все, чтобы мы уважали свои собственные законы. Но еще одна ситуация. Для этого мы еще и должны участвовать в обсуждении этих законов. Мы должны понимать, какие законы мы принимаем в этой стране. Для этого в комитетах парламента должны проходить эти обсуждения. Мы должны, весь народ должен слушать. А почему, например, недавно был принят закон об оружии, да, вот об обороте оружия. И в итоге, кто-нибудь из вас знает, что там написано? Чтобы такое широкое обсуждение. Общество хочет, чтобы все имели возможность хранить оружие и носить. Мы хотим так? Или мы не хотим, чтобы кто-либо за поясом носил оружие? Но это же должно быть обсуждение. Поэтому, когда нет обсуждения этих законов, и законы как-то чуждыми для нас, потому что мы не знаем, они не наши правила, получается. Мы не обсуждали, мы не принимали, мы не знаем. И потом, вот мы должны все больше и больше сделать так, чтобы все наши правила, которые устанавливаем мы в стране, они были понятны. Это должен быть консенсус. Если нет консенсуса, значит, у нас должны быть дебаты по этому вопросу. Но мы должны прийти к этому консенсусу. А сегодня я вот не знаю, а почему молодой человек должен иметь право, если он не военный, не в отставке, как обычно, какие-то есть, да, категории людей, которые могут носить. Почему все остальные должны носить оружие, иметь право носить оружие в стране, где очень много еще нужно совершенствовать? Мы уже завершаем нашу встречу. Хочется задать вам вопрос. Ближайшие задачи, которые перед вами стоят, может быть, на перспективу, что для вас сейчас первоочередное? Может быть, какие-то законы, которые для вас в жизни важны, вот можно сказать, или какие-то подзаконные акты, с которыми вы работаете. Что сейчас для вас на первом плане? Много вопросов. Одно из, может быть, но мне очень сложно сказать. Вы знаете, на самом деле все-таки, если не будет обсуждения ежегодного доклада, наверное, я к вам приду и своему обществу прочитаю из студии, зачитаю свой доклад, чтобы все вопросы, которые вот вы хотите услышать и знать, чтобы поскорее ознакомилось наше общество. Но вот со всеми этими проблемами, на то, вопросами. Что вы уже 3 года работаете, что вот для вас для меня сейчас... Для меня, во-первых, очень важно, во-первых, чтобы, например, у уполномоченного нет достаточно, нужно совершенствовать закон об уполномоченном. Мы сделали такой запрос относительно того, что внесенная поправка в закон о здравоохранении о запрете абортов нарушает права, да,
женщин. И мы такой запрос сделали. Нам Конституционный суд отказал в рассмотрении нашего запроса только по той причине, что не может Конституционный суд рассмотреть, потому что он не отвечает требованиям Кодекса конституционной юрисдикции, где говорится о том, что запросом... Проще говоря, они некомпетентны в этом вопросе, они не могут решать, или как вот просто потому что уполномоченный не отражен в кодексе. Вы не можете запрос на такие... И там не написано, что что они могут рассматривать вот такие запросы уполномоченного. При этом в законе об уполномоченном есть такое право обратиться с запросом в Конституционный суд. Казалось, это процедурный вопрос, но этот процедурный вопрос позволил сегодня Конституционному суду, позволил или вынудил, я не знаю, как это сказать, Конституционному суду не рассматривать по существу наш запрос. А вопрос стоит о том, что десятки женщин сегодня не могут по медицинским показаниям, да, сделать аборт. А это касается иногда жизни людей. Вот вы знаете, такое сейчас очень много вызвало тоже, да, дискуссий в нашем обществе, когда женщине отказали делать аборт, а у нее ситуация, которая угрожает. Но я знаю, когда абсолютно несовместимые с жизнью, да, же матери есть случаи, и нужно делать это, и в нашем государстве это нельзя сделать. При этом все допускают, что допускают и считают нормальным, чтобы они выезжали в другую страну и там делали. Но есть случаи, когда вот так женщина выехала в другую страну, в Россию, и на обратном пути она не доехала до дома после да, совершенных манипуляций хирургических, и она умерла. И вы знаете, у нас есть определенная часть, и я думаю, что мы знаем, и многие знают этих людей, которые сегодня запугивают, и они не могут обратиться, и их пугают, чтобы они не поднимали этот вопрос. В связи вот с этой ситуацией, этой женщины, которая опубликовала публично свою историю или историю своей невестки, да, я знаю, что этот пост вынудили убрать. Я связывалась с этими людьми. Они сказали, мы не будем обращаться к вам. Их запугали. Я это говорю открыто, публично вам здесь, чтобы все знали, что это у нас имеет место. И, пожалуйста, все, кто несет ответственность за это, и депутаты парламента, и правоохранительные органы, и в целом исполнительная власть, нужно обеспечить защиту наших граждан. Вот от этого зависит, правовое мы будем государство, можем мы стремиться к этому, или мы идем все вот как бы куда-то в дикость какую-то. То, что сегодня происходит, даже есть претензии к уполномоченному, и эту претензию выражают депутаты парламента, к сожалению. Претензия, что уполномоченный озвучивает такие проблемы, которые мешают как бы имиджу страны и так далее. Вопрос не... Везде есть нарушения, и мы должны о них говорить. Если мы не будем говорить о своих проблемах, как их решать? Если мы не будем анализировать, кто виноват и где эта проблема, как нам их решать? Поэтому проблема не в уполномоченном, который озвучивает эти нарушения, а проблема в том, что мы не решаем эти проблемы как положено, цивилизованно в правовом русле. Я просто хочу как-то всех призвать. Мы все болеем за эту страну. Я никого не хочу разделять, кто-то более, кто меньше любит, кто больше любит эту страну. Мы все любим, у нас одна страна. У меня нет другой страны, у меня нет желания уезжать из этой страны. Я хочу жить и работать в этой стране. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо вам Спасибо. большое. Я, наверное, очень немного резко была, но спасибо. Спасибо большое.